Татарстан. После пожара 11 марта в торговом центре в Казани спасатели разыскивали 25 человек, которые могли оказаться под обломками. По официальным заявлениям, 5 человек признаны погибшими и 55 тяжело ранеными. Представитель Таджикистана в России заявил, что 5 погибших являются гражданами Таджикистана. Среди пропавших без вести сотрудник МЧС России. Украина. Солдаты 95-й воздушно-десантной бригады вернулись на свою базу в Житомире. 11 марта родные и близкие тепло встретили их цветами и подарками собственного изготовления. Некоторые члены бригады, сражавшиеся с пророссийскими сепаратистами в Донецком аэропорту и в других частях Восточной Украины, будут демобилизованы, другие отправятся в отпуск. Сербия. 12-летие со дня убийства премьер-министра Зорана Джинджича было отмечено в Белграде. Семья, друзья, коллеги, представители общественности собрались на месте, где был убит Джинджич, первый демократически избранный премьер-министр Сербии. В память о Джинджиче, давнем оппозиционере, пришедшем к власти после свержения авторитарного лидера Слободана Милошевича, были возложены цветы и зажжены свечи. Киргизстан. Активисты оппозиции выпустили 3 требования перед парламентскими выборами, намеченными на осень. Активисты призывают ограничить влияние на выборах президентской администрации, выступают за введение новых членов в Центральную избирательную комиссию, а также за усиление надзора избирателей за выборным процессом. Киргизстан стал парламентской демократией после того, как в 2010 году народная революция свергла авторитарного президента Курманбека Бакиева. Пакистан. Собрание старейших племен Лоя-Джирга из Северного Вазиристана призвало правительство страны установить дату их возвращения в родные города и села. Джирга прошла в городе Банну, где десятки тысяч людей, перемещенных в результате правительственного наступления против исламских боевиков, проживают в ужасных условиях. Вынужденные переселенцы, которые насчитывают более миллиона в общей сложности, в течение нескольких месяцев призывают приступить к необходимым шагам для их возвращения. Также в Пакистане, по крайней мере, 1 человек погиб и 6 получили ранения в результате нападения на контрольно-пропускной пункт в Пешаваре. Исламистские боевики в провинции Хайбер-Пахтунхва часто нападают на пакистанских полицейских и армейские силы в этом нестабильном регионе.